Второй день вакцинации собак и кошек проходит в Ленской городской ветеринарии весьма оживленно. Перед прививочным кабинетом образовалась даже очередь. Кошки на руках своих хозяев тревожились, а вот Фиби была спокойна. Ей первой и было решено поставить вакцину. Животное мужчины приблудное. Дети принесли с улицы в прошлом году. Она у нас прибилась к нам на участок в младенческом возрасте. Вот дети стали с ней играть. И когда осень наступила, мы ее взяли себе. Это было 2 года назад. С тех пор вот завели на нее паспорт, привели, когда подобрали, сразу привели ее в ветеринарию, обработали, витамины прокололи, все, проглистогонили. И теперь вот на ежегодную на вакцинацию, на витаминизацию приводим сюда. Считанные секунды и готово. Кошка даже не почувствовала укола. Роман считает, что прививать животное нужно обязательно. Мы живем в частном доме, и она все равно убегает, общается с уличными животными. И необходимо следить за здоровьем. Люди напрасно, может быть, думают, что животные есть животные, они не болеют, они и болеют. И могут переносчиками стать всякой заразы. Закончив прививать семейство кошачьих, настала очередь собак. Ветеринарам предстояло вакцинировать собаку, охранявшую территорию лечебницы. Для уличных собак вакцина еще более важна. Без вакцины владельцы не смогут вывести свое животное из пределов республики. Это еще одна причина привить животное. Вакцинация от бешенства должна быть проведена минимум за 20 дней до... То есть с момента вакцинации должно пройти 20 дней, это минимум, но не больше 1 года для транспортировки. Бешенство это особо опасное заболевание, опасное для животных и человека, передается от животных к человеку. Традиционно считается, что передается через укус. К сожалению, сегодня вакцинировать своих животных владельцы не особо торопятся, ведь врачи напоминают, что эта процедура важна. Тем, кто еще не сделал прививку от бешенства своему питомцу, можно еще успеть это сделать в городской ветеринарной службе в любой рабочий и даже выходной день. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.